Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Северо-Восточный федеральный университет отмечает 90-летие высшего образования в Якутии. Он прошел путь от небольшого педагогического института до ведущего вуза на северо-востоке страны. За это время СВФУ расширил учебные программы, укрепил научные исследования и развил международные связи, став центром высшего образования и научных достижений в регионе. Сегодня мы поговорим о новых трендах в образовании. Гостью у нас в студии Инна Богушевич, директор департамента по обеспечению качества образования Северо-Восточного федерального университета. Инна Павловна, здравствуйте. Доброе утро. Давайте для начала вот о чем. Какие сейчас вызовы перед высшим образованием в нашем регионе стоят? Вы, наверное, слышали такое устойчивое развитие, такое устойчивое понятие, как университеты являются драйвером развития социально-экономического развития. Да? И это действительно так. Университеты определяют кадровую политику, определяют развитие социально-экономической территории, где находятся. И поэтому очень важно, как развивается образование, какое содержание образования, чтобы оно отвечало не только современным требованиям, но и носило опережающий характер. Если в целом говорим про векторы, да, то в России определены различные стратегии, направления. Например, стратегия развития Арктики, да, до 2035 года, стратегия развития минерально-сырьевой базы. Да. И в рамках этих стратегий реализуются государственные программы. У нас в республике в рамках этих государственных программ существует множество проектов. Ну, на слуху такие, как строительство моста, строительство морского порта или малые атомные станции малой мощности. Да? Кроме этого, конечно, вызовами являются это ускоренное развитие искусственного интеллекта, внедрение цифровых технологий во все сферы нашей жизни. И, естественно, мы, как университет, должны отвечать на эти вызовы. Да? А содержание образовательных программ у нас ежегодно пересматривается. Если говорить о Северо-Восточном федеральном университете, мы реализуем 460 образовательных программ из 8 укрупненных областей знаний. То есть практически полностью мы обеспечиваем кадрами нашу республику. И, естественно, мы живем в условиях еще неопределенности. Вот сейчас мы набираем студентов, которые через 4, 5, 6 лет будут успешно реализовывать все эти проекты. Да? И, соответственно, мы должны предугадать, какие знания им понадобятся, какими компетенциями они должны обладать и какими технологиями владеть. И это достаточно сложная ситуация, поэтому образование должно быть всегда на острие науки. Ну, вызовов много. Я уверен, что ведущий вуз нашей республики с этим успешно справляется. И одно из самых главных, как я думаю, все-таки на протяжении всей своей истории университет остается важным социальным институтом в нашей республике, как это бы парадоксально не прозвучало. Инна Павловна, правда ли, что интерес к фундаментальным наукам снижается сегодня? Возможно, вы делаете такой вывод на основе уменьшения количества обучающихся, которые выбирают сдачу единого государственного экзамена по фундаментальным наукам. Да? Мы видим это снижение по математике, физике, химии. Также снижаются результаты единых государственных экзаменов. Но это всего лишь предположение, и нет таких исследований, во всяком случае, мне неизвестно именно о снижении интереса к фундаментальным наукам. Наоборот, со своей стороны мы видим повышение интереса. Вот вы знаете, да, проходит у нас в республике такая важная конференция, как «Шаг в будущее». В январе каждого года проходит финал. И вот, например, в 2024 году более 1500 школьников в Якутии приняли участие по 13 научным специальностям. И также мы видим повышение интереса к нашим дополнительным образовательным программам, которые реализует, скажем, Дом научной коллаборации имени Никиты Гавриловича Соломонова. Да? Как раз-таки там программа естественно-научного цикла. Также наши молодые ученые выходят в школы Ассоциации Северо-Восточного университетского округа, и их лекции проходят с успехом и вызывает большой отклик и интерес у школьников. Поэтому о снижении интереса не приходится говорить. Да, есть, конечно, мы понимаем, что вот то образование фундаментальное, которое закладывается в школе, является вот той базовой стартовой площадкой для успешного прохождения обучения по программам высшего образования. На высших ступенях. Да, и на уровне, например, Российской Федерации принят комплексный план
по повышению качества уровня школьного образования. Туда вошли и повышение квалификации педагогов, и устранение дефицита педагогов в этой области. Соответственно, и высшее образование не отстает. Вы, наверное, знаете, что сейчас проходит эксперимент по переходу на новые уровни образования. Опять мы от болонской системы. Да, мы отошли от болонской системы, будут новые уровни высшего образования, будет базовое образование, ну, скажем так, бакалавриат, специалитет сливается в этот уровень, и магистратура станет специализированным образованием. Сейчас вот 6 пилотных вузов участвуют в этом проекте, в этой апробации новых уровней образования. Уже есть даже по специализированному образованию первые выпуски, и они занимаются именно разработкой фундаментального ядра по всем направлениям подготовки специальностей. И эти разработки лягут потом в образовательные стандарты. Но мы, конечно же, да, не сидим, не ждем. С 2026 года будет переход на новые уровни образования. Мы к этому переходу готовимся. Но если говорить еще в том числе о тех мероприятиях, которые мы проводим с учителями, у нас существует кафедра методики преподавания по основным дисциплинам САД. Они проводят повышение квалификации, семинары, разбирают сложные задачи единого государственного экзамена. Кроме этого, вот есть точечная программа. В этом году в рамках нашей программы развития мы заключили договор с Анабарским улусом и целенаправленно работаем на устранении дефицита кадров учителей именно в этом улусе. Да. У нас выезжал студенческий десант в этот улус, провели как раз-таки по основным вот, биологии, химии, физике, математике дополнительные занятия с обучающимися, с ребятами, со школьниками. И уже студенты, выпускники, которые в этом году будут заканчивать, заключили договор и трудоустроены в школы Анабарского. Инна Павловна, ну вот мы сейчас, вы рассказали о том, как развивают современных педагогов. Я хочу все-таки вернуться еще раз к студентам. Не буду сильно глубоко в историю уходить. В чем преимущество молодежи, вот, которая сейчас обучается, и той молодежи, которая была, допустим, молодой в вашем поколении? Молодежи именно студенческой, имею в виду. Я бы не сказала, что есть большие отличия. Сейчас просто настолько быстро меняется мир, и, естественно, интересы молодежи достаточно широкие. От социальных сетей и технологий до глобальной повестки политической и изменения климата. Да? И наша задача как университета создать такую образовательную среду, где бы каждый мог удовлетворить свой как образовательный запрос, так и, ну, например, развить какие-то творческие таланты. Вот у нас есть культурный центр «Сергейлярские огни». Там существуют кружки творческой направленности. Студенты занимаются вокалом, танцами, могут развивать свое актерское мастерство, да, потому что есть студенческий театр. Кроме этого, если есть желание заниматься наукой, каждое учебное подразделение есть студенческие научные сообщества, научные кружки. Для тех, кто хочет заниматься какой-то проектной деятельностью и, может быть, в будущем стать предпринимателем, развить предпринимательские компетенции, на базе точки кипения мы проводим проектно-образовательные интенсивы. У нас есть Центр технологического предпринимательства «Орех». Кроме этого, развиваем и спорт, конечно, да, физическую культуру и спорт. Существует масса секций. В прошлом году мы открыли центр цифровых спортивной подготовки, да, где 4 направления деятельности, и самое популярное из них это, конечно, киберспортсмены, но и интеллектуальные игры, такие как шахматы, шашки. Поэтому вместе с вот этими предоставлениями возможностей мы и строим, скажем так, индивидуальные траектории обучения студентов, отвечая тем самым на образовательные запросы. То есть, суммируя ответ на ваш вопрос, студенты современные быстро адаптируются, задача вуза также быстро адаптироваться к потребностям студентов. Адаптироваться к потребностям и создать среду. У нас также меняется пространство. А если вот говорить именно, сравнивать со студентами, первыми студентами Якутии, то, конечно, преподаватель был тогда центром знаний. Да? Библиотек было мало, сейчас у нас шикарная библиотека, количество изданий каждый год пополняется, подписки есть. И у студентов прошлых лет информация была ограничена, поиск ее занимал достаточно длительное время. Сейчас информации много, и это тоже один из вызовов, стоящих перед университетом. Мы должны
вот в этом потоке информации сформировать критическое мышление обучающихся, чтобы они могли здраво оценивать тот материал, который поступает из внешней среды. Инна Павловна, в заключение давайте вкратце все-таки вернемся к 90-летию высшего образования в Якутии. Как ВУЗ отмечает памятную дату? Этот год, 2024, у нас полностью посвящен в университете 90-летию высшего образования. Прошло уже много мероприятий. Например, мы провели такие конкурсы эссе, посвященные преподавателю, где выпускники и действующие студенты могли сказать слова благодарности или отметить тех преподавателей, которые какой-то значительный вклад внесли в их жизнь. Вот на этой неделе серия мероприятий была также приурочена к Дню преподавателя высшей школы. Мы открыли зал профессоров в научной библиотеке. Мы обновили, открыли новую экспозицию музея высшей школы. Вчера мы провели методическую межвузовскую конференцию, посвященную новым технологиям обучения и как раз стратегиям развития, где преподаватели смогли обменяться опытом и представить свои результаты своей профессиональной деятельности. Также у нас еще ряд мероприятий. Это, конечно, дни открытых дверей для всех желающих познакомиться и выпускников, которые могут прийти и поздравить своих преподавателей, да, встретиться, увидеться, посмотреть, у кого какие достижения. Да. И вот буквально завтра у нас вот как раз-таки очередной выход наших молодых ученых в школы города. В общем, кавалькада мероприятий, не побоюсь этого слова. Инна Павловна, давайте тогда в заключение что-то пожелаем современным студентам и преподавателям. Я бы хотела пожелать, конечно, не терять интерес к образованию, чтобы всегда вот это вот творческое начало и желание познать и открыть новые горизонты присутствовало у обучающихся. Все возможности у нас имеются. А преподавателям, конечно, хотелось бы пожелать крепкого здоровья и дальнейших профессиональных успехов. Ну что ж, я присоединяюсь к вашим поздравлениям. Очень хочется встретиться через 10 лет и обсудить то, как за 100 лет поменялась система высшего образования в нашем регионе. Инна Павловна, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.